Что касается вопроса о выступлениях последних господина Формузала. Я получил огромное количество писем, звонков от населения Гагаузии. Я не хотел ответить на эти вопросы, но придется как руководителю дать некоторые объяснения, потому что по-другому в Гагаузии многое непонятно. Я хочу сказать, наверное, Михаил Макарович подумал, что Гагаузия соскучилась по его выступлениям, по его громким выступлениям. Он, наверное, думает, что народ Гагаузии забыл о его достижениях, о его вообще стиле работы, о его программах, 11 шагах, которые вы знаете. Я уверен, что вся Гагаузия, так как и мы, на сегодняшний день так и не поняли, что это было в его программах. Фактически конкретных вещей он так и не высказывает и не говорит о них, потому что вы знаете, что факты – это упрямая вещь. Я не хотел бы на этом больше останавливаться. Давайте пойдем конкретнее. Михаил Макарович говорит, что гуманитарный груз, полученный из Санкт-Петербурга, совсем неверно распределился, не открыто, не прозрачно. Я думаю, что вы, наверное, многие в курсе дела, ему об этом не надо было говорить, потому что тот гуманитарный груз, который был получен именно им, и в течение 7 лет распределялся только им, и в конце концов, в результате огромных комбинаций хитроумных, более 20% гуманитарного груза исчезло. То есть она двигалась со склада в склад по накладным и по пути испарялся. И виновных даже не оказалось. Сегодня уголовное дело по этим вопросам в судебных инстанциях имеется, но виновных навряд ли найдут, потому что более 300 свидетелей есть по этим вопросам. Насколько все грамотно, насколько грамотная комбинация была устроена. И мало того, исполком даже не счел возможным иск подать на этих виновных, у которых пропал груз более чем 1000 тонн. Народное собрание лично направило иски в судебные органы. Поэтому, наверное, сегодня многие думают, а где же, кто же виноват? Во всех случаях виновны руководители. И народ спрашивает, а кто же мог, кто-то из Гагаузии, могли бы распределить хоть килограмм данного груза без Михаила Макаровича? Я думаю, всем понятно, что навряд ли. Поэтому этот вопрос, я думаю, он не совсем удачно был задан. Далее, Михаил Макарович, непонятно, почему есть такое согласие между исполкомом и Народным собранием. Он хотел бы, конечно, чтобы между нами был конфликт, чтобы между нами постоянно был скандал. Он понимает, что в данном случае абсолютно исполком не добьется тех планов, которые ставят перед собой. Михаил Макарович отлично понимает, что при скандалах по окончанию своего срока люди, народ Гагаузии сделает сравнение и увидит, что кто как сработал. Поэтому хотелось бы, чтобы в данном случае он больше, хотя бы ближайший год-два, дал поработать этому исполкому. Михаил Макарович, когда созыв наш пришел и начал работать 3 года назад, на тот момент исполком, где руководил Михаил Макарович, работал более 6,5 лет. Данный исполком, который сегодня мы имеем, он работает в пределах 9 месяцев. В начале мая, вы знаете, ему исполнится год. Многие прекрасно понимают, что даже дома за год трудно что-то изменить. И это прекрасно знает и Михаил Макарович.
но он хочет скандалов и конфликтов. Тогда будет ему легче через 3-4 года делать какие-то сравнения. Тогда народ сделает сравнение. То есть не получится у исполкома то, что они планируют. Далее, Михаил Макарович, вы знаете, что дает советы или даже требует, чтобы исполком и руководство двигались в западном направлении. Вы прекрасно знаете, буквально совсем недавно он бил себя в грудь и говорил, что много сил отдал для того, чтобы провести референдум. И поблагодарил людей за принятое решение. Мы много раз говорили и сегодня повторяем. Народ Гагаузии определился в этом вопросе. И мы говорим, что всего лишь навсего мы на самом деле показали истинную демократию. Но командовать сегодня, в каком направлении идти перед руководством республики, мы никак не можем, потому что нас всего лишь навсего 5% населения. И диктовать большинством мы не собираемся. Мы говорим, что мы хотим работать во всех векторах, но, конечно же, учитывая решение референдума. И если посмотреть за те 10 лет, когда было развернуто наше направление на Запад, мы можем сегодня смело, однозначно сказать, и вы все об этом знаете, что на самом деле все производство как в Гагаузии, так и в целом Молдове застопорилось полностью. Огромное количество людей поуехало на заработки. Это о чем говорит? Это просто говорит, что мы неправильно работаем, неправильное направление взяли. И я думаю, что чем дальше мы так пойдем и не сделаем выводы, в этом все убедятся. Многие те, которые сегодня даже не смотрят на это. Дальше. Мало того, Михаил Макарович говорит, что народное собрание, депутаты неправильные законы принимают даже. Он указывает, что некоторые законы нам нужно было посоветоваться с ним. А именно, буквально недавно вы все видели, он сидел на ГРТ, Гагауз радио телевизиону, давал интервью. И там именно указал, что Народному собранию принять закон о ГРТ, о радиовещании Гагаузии, не надо было бы. Закон абсолютно верный. Если бы данный чиновник, бывший как руководитель, думал бы о Гагаузии, он бы задал ведущему и руководителям данной компании другой вопрос. У вас, ребята, более 4 миллионов лей вы получаете из бюджета, народных денег. Вы можете ответить, что вам мешает, что Гагаузия вас смотрит всего лишь 12,5%? Нас вот это волнует, его это не волнует. Его волнует, чтобы он пришел красиво и разговаривал с ведущими. Хотя за последние 3 года, даже при его работе, он там не бывал. И его высказывание про ГРТ вы все знаете, я не буду останавливаться на этом. Он не спрашивает, почему, имея 60 человек в штате ГРТ, набирает еще людей. Но опять же повторяю, обхват очень слабый, 12,5. Сегодня даже придумали, что какой-то бренд, нарушается бренд нашей Гагауз радио телевизиону. Уважаемые, бренд на самом деле это хорошая вещь, но его надо поддерживать. Он должен быть сильным. А если мы видим там 12%, все нормальные люди тихонечко убегают от такого бренда. Поэтому тот, кто говорит об этом, он не думает о финансовой стороне вещей. Мы сегодня абсолютно, принимая этот закон, думаем, как нам выйти с этой ситуации, чтобы на самом деле, профинансируя там более 4 миллионов лей, люди смотрели его. А то получается, что частное телевидение у нас, бюджет их в пределах 300-500 тысяч лей. И они показывают не хуже ГРТ. Вот какая цель ставится у нас.